Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Чишминскому району, в военно-патриотическом парке «Патриот». В ноябре 2021 года руководитель региона уже был на территории бывшей военной части Валкино-2. Здание казарм за короткий срок, можно сказать, выстроили заново. Ремонт идет полным ходом, и это лишь первая его часть. К 2024 году парк «Патриот» закончит. На территории в 200 гектар будет центр военно-тактических игр и огневой подготовки, городок ВДВ, музей военной техники и зона исторической реконструкции «Партизанская деревня». В планах этим летом закончить ремонт учебно-жилого корпуса и принять здесь первых курсантов в Центре воспитания молодежи «Авангард». Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Вот так вот будет, да? Да, у нас еще будет две красные вставки вертикальные по фасаду, а в осях входной группы. То есть вертикальная красная вставка. Вот с того торца мы прикрепили кассету, образец, потому что пока входные группы не сделали, не можем еще зашить. Ну, чтобы понять контраст. Вот будет ярко по-военному. Мне вот это нравится. Очень здесь немножко не закрыли, потому что выход вентиляции. Сейчас оформляем его, делаем, выводим и закрываем полностью этот фасад. Ну что, тогда посмотрим, где техника будет стоять, да? Я хотел просто территориально понять, где что у нас будет и какие проделы мы здесь делаем. Ну туда тогда. Техника там, потом мы. А вот здесь спортивно, чтобы... Спортивный городок вот там будет, в первую очередь. Волейбольная и баскетбольная площадки, мини-футбольное поле и городок с воркаутом. То есть брусья, турнички. Вот. Здесь мы теплотрассу закрываем. Вот левее в районе ели, вот ель стоит, там будет стоять котельная площадка. Ну, чуть сюда смещена. Отдельная котельная, да? Вот. Да, отдельная котельная. Она будет питать и другие... Она будет весь этот лагерь питать полностью. Вот это спортивная часть, да? Вот? Да. Это будет спортивная Здесь часть. вот так. Дальше. Мы ограду где будем делать? Вот на забор проходит, он, видите. А вот дальнее это все, да? И вот, А вот эту территорию потом осваивать Там будет будем, спортивное ядро. Спортивное ядро, да? Ну, это следующий этап. Это второй этап этого года, вы говорили, конец года. А здесь благоустройство будет, да, получается? Да. Так вот, ну, скажем так, вот до этих деревьев благоустройство, вот так вот. Ну, сейчас на генплане покажем. Ну, это тепло будет же, наверное, да? Конечно. Конечно. Эти кассеты где делают? Уфа, да, наш местный. А вот КПП получается, да? Мы его тоже приведем в порядок? В таком же цвете будет. В таком же цвете? Мы его сейчас сделаем, он будет в таких же кассетах, георгиевская ленточка также, только чуть поуже она будет, ну, в пропорциях. Там спальные комнаты есть или там есть? Да? Все по нормам, все по нормативам. А вот здесь вот мы благоустраиваем. Вот Здесь дом. асфальт уже есть, здесь бордюры уже лежат, круговая дорога вокруг плаца, она существует. Вот эти здания мы демонтируем. Мы начали демонтировать, там вот манипулятор стоит, теплицу пока, ну, потому что эти здания нам пока нужны, они как склад материала и для производства каких-то металлоконструкций. А на этом месте что мы хотим? Столовая. Столовая будет, да. Новая. Да. Новая. Но это второй этап. Вот будем делать. Пока мы кормим здесь, да? Да, да. Вот эти столбы же, наверное, уберутся, да, будут? Да, не заменится. Нормальные столбы. Да, будут. металлический. Вот он уже приобретает такое это. Вы планировали 23-й, 26-й. Мы хотели, очень хотели, чтобы вот прямо его было видно. А где, говорите, пойдет полоса вот красная? Вот, смотрите, вот кассета заканчивается в осях, окно входит во входную группу, да? И вот так вот вверх пойдет красная полоса полностью. Ну, не красная, а георгиевская лента, да? или? Нет, красная. красная. Вот на конце казармы, видите, цвет А, понял. Ага. панельки. Долго нас фасад держал усиление. Вот все вот эти пояса, это мы все это здание стянули. То есть внутри между вот этими поясами еще идут тяжи металлические. И все это натягивается динамометрическим ключом. И крыши, плиты вы тоже перебрали, да? Вот вы увидите наверху, мы практически всю крышу разобрали и положили новую. Практически вся крыша новая, да. И межэтажные плиты, те, которые были в плохом состоянии, все заменили. Которые подгнили, да? Да. Это вентиляция какая-то, да? Это вентиляция. Вентиляции огромное количество в связи с новыми нормами. У нас полная казарма. Приточка, вытяжка, дымоудаление, приточка с подогревом. От забора
и до вот тех тополей, вот за которыми постройка видна вот эта. Постройка — это демонтаж второй очереди, она демонтируется. Вот эта вся зона и до того забора, это зона... Ну там еще у нас площадка под десантную вышку. Да, то есть это зона под экспозицию военной техники, и вот чуть дальше вот этой ТПшки блочной, там будет парашютная вышка. А вот Лига героев, вот, Вот где это? за этим забором я вам покажу. Это за забором. Да, я вам покажу ее сверху. Её Это наша хорошо видно. территория тоже за забором, Да, получается, да, да? Лес где сажать-то будем мы? Будем сажать лес? Лес Да, лес будем сажать, Ради Фаридович, аллею будем сажать вот до забора здесь. Здесь будет аллея для, скажем так, аллея да, героев, аллея, которую сажают почетные гости. А лес Победы мы сажаем, где парковка, за парковкой. Лес Победы за парковкой. Да. Ну там маленькие саженцы. Там маленькие саженцы, да. Вот. И все-таки предлагаем это сделать масштабно, если вы не против. Все-таки соединить с осмотром строевой подготовки ко Дню Победы. Это и тематический, и лес Победы. Ну, вот сейчас мы обсудим, когда вы примете первых ребят, и кадетов и так далее. А где будет стоять вот звезда? Звезда стоять будет вот Здесь на углу. за. Нет, Этот здесь- угол будет немножко срезан, вот так, углом сюда зайдет, развернется вот так. А вход откуда будет? Вход будет оттуда. Не отсюда разве вход? Нет, въезд в лагерь отсюда. Так. Но здесь будет забор, чтобы ограничить зону лагеря от зоны парка. Забор будет режимный, получается. То есть ворота отсюда, ворота со стороны лагеря, въездные ворота с основного подъезда. И самый центральный вход — это вот этот уголок, где будет стела стоять. Может быть, Юрий Федорович, еще большую стелу я предлагал на трассе М5, вот именно на повороте сюда по трёх. Уже третьим этапом сделать. большая Да, это нужно несколько этапов делать. Вот сейчас все сложнее и сложнее будет. Нам первый этап обязательно надо сделать, а потом уже оно побежит. Так, ну пойдем тогда внутрь. Все санузлы, да, все мокрые зоны выполнены. Это что? Это рекреация. Это все вот вентиляция у нас идет. К сожалению, здесь мы уже не особо видим усиление, которое было выполнено. Ну, мы его уже зашили. А это уже вот кубрики, да? Чистовой, да, кубрики. Да, где-то кубрики. К концу марта здесь уже в кафель должны. Справа медблок здесь. Медблок, изолятор, комната. Это рекреация просто. Это рекреация, да. Здесь И выход, да? дополнительные выхода возникают. Как положено, да? Туалетов достаточно сделали? да? Туалетов достаточно. Была большая проблема мальчики и девочки разделить по туалетам, потому что само здание, как бы мы его пытаемся вот растягивать. Но Получилось, нет? умещаемся. Вот. То есть первый этаж у нас готов уже под чистовую отделку. Выходов дополнительных наверх. Вот туалеты, получается, на этом конце и на том конце. Да. Вот все, видите, лестницы все усилены. Теперь уже точно никто мимо не придет. Это заменяется все. Да, это меняется, я пока не убираю, потому что, люди ходят, работают. Это последний момент. И убьют новые, и, соответственно, упасть может кто-то. А это подрихтуешь? Все мы сделаем плиткой. Плитка будет одинаковая вместе с коридором. Это последний монолитный участок уже. Это туалеты, наверное, да? Да. То вот о чем говорю, что мы меняем и плиты. У нас все 4 этажа, получается, вот так. Кубры? Как? У нас 2 этажа кубрики, 2 этажа учебные. А, сейчас мы поднимемся, да? Вот основные кубрики, помещение преподавателей, санузлы. То же самое, помещение преподавателей, санузлы, ну и кубрики. И на сколько это человек? На 200, как задача стоял, да. Вот в связи с этим вот противопожарное разделение добавилось у нас. И как раз таки система дымоудаления к нам пришла из-за того, что у нас 2 разных А вот функционала. кубрик на сколько человек? 4. А вот 4 кровати. Они двухъярусные можно ставить, да? Здесь будет 2 одноярусных, 1 двухъярусная. Но есть вариант, его неплохо было бы рассмотреть, пока не поздно, 2 двухъярусных. Ну да, и места больше, да, и потом Да, можно площадь по поставить. полу как бы возникает. А закупили, нет еще? Нет еще. Надо подумать.
У нас есть все Двухъярусный, это же, ну, привычно. Ну, как бы не подрались, да, за них? То, что было раньше здесь, я там первый раз приезжал, но здесь уже... Я не знаю даже, как войсковики здесь сами жили в то время. Вот страшно смотреть, заходить. Здесь? Да, вообще там. Это рекреация. Рекреация. Опять же, выхода. Опять же, связано с тем, что два разных функционала, поэтому 7 выходов из здания. Здесь будет краситься, да, или что будет? Здесь будут обои под покраску и покраска. На полу здесь будет кафель, а в кубриках будет линолеум, потому что кафель, ну, холодно, и Конечно. санузлы, естественно, все кафель. Это уже учебный Учебный класс. класс, а? Это уже учебный класс. А мы там начинаем закупку для учебного класса? Да. Хорошую нашли организацию. В Кронштадте находится. Они работают уже с Патриотом. Вот в Московской области Патриот же есть. Они оснащали. Ну, всякие планшеты вот тут вот висят и так далее. Да? А что-то типа оружейной комнаты будет, нет? Да. Вот оружейная комната обязательно. Нам же хранить Ну, что-то надо. типа, ну, там же макеты автомата да, будет, да? Да. Но у нас и электронный будет еще, кроме. Это практически занятие, что-то типа такого, Это да? кабинеты преподавателей. То есть вот такое у нас и на втором этаже, да? Да, ну, практически да, тут один к одному. Ну, пока вполне хватает, да? Я просто пищеблок хочу понять, как организован. Уместим мы там детей? Да, помещается. Как было, помните, да? Уф, конечно. Там страшно было смотреть. Вот усиление ригелей, балок. Вот стяжка. То, что течет, это кровлю мы закрывали уже в снег мембраной. Она сейчас будет вытекать еще какое-то время. Вот течь не будет, да? Нет, это у нас ПВХ мембрана. Причем на сегодняшний день завод уже ее не отгружает. Может быть, мы что-то переформатируем, но в любом случае мы все это решим. А это уже большие аудитории. Это большие аудитории, и здесь, видите, наглядно вот прямо по усилению. А есть аудитория, чтобы всех собрать в одной аудитории? Здесь нет. И 200 человек нельзя, нагрузка. Не получится. Но мы же планируем столовую с залом, Там, да. размещающим все вот это. То есть там будет зал, Ну вот здесь вот сколько можно в одном зале? учебный класс на 30 человек. Немножко окна потеют. Вот получается забор, деревья, и вот вся вот эта площадь, вот деревьями ограничена, это все гонка героев у нас. Ну, недостаточно 100 гектар. Это большая первая Ну, 30 очередь. где-то. 25-30 вот И так. плюс у нас еще идет вот тот аппендицит, туда уходит, в район танкового полигона, и А партизанская деревня у нас там еще, да? Она тоже в таком состоянии, да? Ну, доделать надо. Ну там она уже так по снегу, наверное, там она далеко отсюда вниз. Пару месяцев назад здесь были, Ради Фарич, вновь выездное совещание. Чем объясняется такое пристальное внимание к объекту? Знаете, как мы вцепились в этот объект, мы долго к нему приступали, я вот не хочу терять темпов, поэтому мы договорились регулярно здесь собираться. Ну, вот практически мы начинали с нуля, и вот сейчас уже вот здание приобретает черты свои. Это учебный корпус, спальный корпус. Вот, как только снег сойдет, мы начинаем здесь благоустройство территории. Вообще задача такая, что вот летом, чтобы мы первых курсантов уже начали принимать. Это очень важно. Спасибо. Здравствуйте. вот здесь у нас и будет зона приема пищи. Это что здесь? Зона приема пищи. Сколько человек здесь? У нас на 3 этапа. 3 раза, да? Да. То есть 200 человек мы делим на 3 этапа, на 3 захода. А нельзя было вот на 2 этапа? Мы не уместимся. Мы тогда не пройдем по нормам. У нас вот каждый сантиметр на счету. У нас санэпидемстанция борется за каждый сантиметр здесь. Понятно. То есть здесь зал питания, дальше здесь. Здесь моечная. А это что здесь? Это санузлы. А, это туалет? Да. А отсюда что ли заходит? Да. А руки мы здесь, да?
Да? То есть руки помыл, сюда пришел. Да. А где варочная-то? Ну, или... Варочной здесь не будет. Вот то, что распределяет, же все равно какая-то нужна. Раздаточная будет здесь, раздаточная здесь. То есть там столики отсюда берут, накрывают туда. До готовки даже мы не можем сделать, не уместимся. Не, я понимаю, но все равно же нужно там... Здесь, вот в этой зоне. Вот в этой зоне. В этой зоне, да. Это вот такая плитка будет, да? Это стены. Ратифович, это у нас стены, облицовка в кубриках по бокам на 1,20 м, чтобы когда кровать лежит, ребенок, чтобы он терся, но и не портил облицовку, покраску. Это у нас все коридоры основные. Это санузлы. Это линолеум в кубриках. Вот такой будет, да? А это что? Это вариант мебели цвета. На самом деле вот. То есть вот предполагается вот так вот, да? Ну, кубрик. Да. Вот вариант с двухспальными. А вот здесь вот это шкаф для вещей, да? Это шкаф для вещей. Ну и стол, понятно. Да. Где мы будем тогда по всем пунктам, где пробежимся? Здесь? Вот здесь вот можно у карты. А давайте сразу тогда. Итак, поехали. Тогда это генеральный план. Так, к какой дате и что мы сделаем? К 1 июня мы сделаем, получается, вот эту территорию. Не считаю этого спортивного, где ФОК будет, планируется. Вот, в принципе, вот это все. Давайте вот, может, лучше где вот у нас по этапам разбито. Вот здесь, вот это у нас первый этап, вот эта территория с Лигой героев, военной техникой, спортивная, демонтаж старых зданий и их проектирование. Это у нас первый этап. Вторым этапом мы как бы... Так, и плац попадает, да, получается. Так? Вторым этапом мы заходим на проектирование вот этой площадки, строительства вот этих зданий. В принципе, все. Ну и гонка героев тоже. И гонка. Да, это первый этап. А демонтаж когда начнете вот этих? Уже начали. Успеете, уже да? начали, да. Там просто под ноль надо сделать. А у нас как ограждение идет? Вот всей территории или как оно? Вот так он проходит. Вот так будет сам лагерь. И вот так вот. Да. Здесь тоже забор Так прозрачный. еще огорожен. Здесь вход, вот тот угол, где говорили, Стелла будет стоять. Проход планируем сквозной сделать вот так вот. Ну, то есть дети выходят отсюда, могут попасть на Лигу героев и здесь погулять. Лигу героев все готово, знаете, что делать. Скажите, Лига героев. Ну, на сегодняшний день мы практически 50 препятствий. Вам это нормально? Вот, да, это участок хороший. Да, еще есть же второй участок, он у нас на той схеме изображен. Мы его сможем полностью регистрировку по нему провести уже после снега, потому что по этой план-схеме мы готовим. Сейчас все препятствия уже готовы, калькуляция готова по ним. Если мы в середине марта... Предложение по препятствиям готово, препятствия еще не готовы. В середине марта, если мы начнем уже изготовление, мы за 2 месяца успеем их подготовить, в середине мая начать уже здесь непосредственно их устанавливать. Монтаж, да? За 2 недели можно закончить монтаж. Хорошо. Первая смена какого числа? 1 июня заходим. 1 июня сюда Да, заходим. 5-дневные сборы, все уже у нас распределены по районам. Ребятишки определены, все десятиклассники. Июнь наш, потом июль-август уже смены подхватывают. И с сентября мы вновь заходим уже по сборам. Вот так вот идем. Питание чешмы будет? Да. А что сердечно? Вы кормить будете, да? Да, мы будем кормить. У нас в школе Валкина пищеблок. Мы будем там готовить, сюда в термобоксах подвозить. Питание будет пятиразовое. 3 раза они будут здесь приходить и кушать непосредственно, а второй завтрак и полдник они будут забирать, они будут штучная упаковка, уже будет с собой забирать. Поэтому... Ну, готовы? Да, мы готовы, да. Меню мы составили уже. Хорошо. А вот здесь расчет по технике все сделано, да? Мы понимаем, какая техника? Да, я не могу показать. К столу пройдем. Здесь все то, что именно вот это наше согласование уже идет приказа. Вот наименование и местонахождение. 27 единиц техники, Райфович. Все идет по графику. Сейчас проект приказа согласовывать с Министерством обороны. Салкина, да? 27, да, из них 5 Салкина. 2 Мы мотоцикла. ждем приказ, да, получается? Да. Это наша инженерно-саперная бригада здесь, техника.
У нас никогда же такой не было такого Нет, количества. такой техники это в основном Рязань, Санкт-Петербург. Самолетов нет у нас, да? Самолет один будет. Один будет, да? Мгм. Так, хорошо. Ориентировочно где-то в мае. А вот спортивную часть еще раз. Вот здесь, Ради Фаридович. Вот здесь. Вот он. Значит, вот это первая, вот это казарма футбольная, это воркаут. Ага. Волейбол, Здесь благоустройство, баскетбол. волейбол, всё. Ага. Есть какие-то проблемы, нет? Ну, кроме того, что вот такие перебои могут быть. А так мы все в срок успеваем, да? А благоустройство вы будете делать тоже, да? Все тогда, занимайтесь тогда. Так, хорошо, сейчас март. Тогда встречаемся когда здесь? В апреле, наверное, да, в конце? Давайте в апреле. Давайте в конце апреля встретимся. Еще раз тогда итоги подведем. Но там уже будет понятно, какие темпы и так далее. Какие-то вопросы есть? Все нормально. Нет каких-то? Все нормально, да? Спасибо. Все тогда. Работаем. Ради Фаридович, как оцениваете реализацию поручений ваших? Ну, пока вот мы в графике идем. Пока идем в графике. Тут еще работы очень много. Но вот мы договорились. Мы уже давно договорились, что 1 июня сюда вот первая группа курсантов приедет. 200 человек. Ну вот, будем к этому стремиться. В связи с изменениями... Это первый такой парк у нас. У меня же какая идея, что ребята приехали на военно-патриотическое. К ним родители приехали, родители погуляли, посмотрели с детьми технику. Там кто-то, может быть, со временем какое-то кафе здесь поставит. То есть у меня идея такая, что это не только военно-патриотическое, но чтобы сюда могли семьями приезжать и провести какой-то досуг. Там, детям интересно посмотреть военную технику. Вот посмотрели. Приехали на Лигу героев, там занялись спортом тоже. Вот так вот. Спасибо.